Добрый день, меня зовут Андрей. В этом видеосюжете я вам расскажу о конструкции пола в деревянном доме. Полы в деревянном доме должны быть прочными, кроме того, выполнять функцию звукоизоляции и сохранения тепла. Поэтому очень важно грамотно сделать пирог пола. Основа пола в деревянном доме – это лаги. В процессе эксплуатации под воздействием нагрузок пол может прогибаться, поэтому важно подобрать сечение лаг так, чтобы пол не прогибался и не портились отделочные материалы. На пол воздействуют следующие нагрузки. Первое – это масса материалов самого пола. Фанера, доски, пароизоляционные пленки, наконец, сами лаги. Второе – это постоянные нагрузки. Мебель, которая будет стоять вокруг нас. И третье – переменные нагрузки. Это мы с вами. В основном лаги пола работают на изгиб, поэтому для того, чтобы увеличить их строительные характеристики, момент сопротивления и момент инерции, нужно увеличить высоту сечения, а не ширину. Свод правил 31105 от 2002 года. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом. Пункт 6.2.6.1. Деревянные прогоны составного сечения должны изготавливаться из отдельных деревянных элементов, досок, установленных на ребро, избитых гвоздями толщиной не менее 38 мм. Балка, установленная на ребро, прочнее в 1,5 раза и прогибается в 15 раз меньше, чем балка, установленная плашмя. Рекомендую вам сечение балок при шаге балок 590 мм, при длине комнаты в 2 метра, ширина 50 мм, а высота 125 мм. При длине комнаты 3 метра, ширина 100 мм, высота 125 мм. При длине 4 метра, ширина 100 мм, высота 175 мм. И при длине 5 метров, ширина балки 150 мм, высота балки 200 мм. Пол будет прочным, а отделочные материалы останутся целыми. Свод правил 64.13.330 от 2011 года. Деревянные конструкции. Нижняя подшивка балок перекрытий позволяет использовать всю высоту балки для размещения утеплителя, а также создавать прочные горизонтальные связи между балками, увеличивающие несущую способность перекрытия в целом. Создание обрешетки с шагом 10 см позволяет не снижать паропроницаемость конструкции перекрытия. Минимальная толщина утеплителя при утеплении пола для города Сыктывкара 175 мм. Утеплитель берется на 1 см шире лаг и укладывается впритык между ними, слегка сжимая края. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция. Класть ее нужно с нахлестом листов в 20-30 см и проклейкой стыков скотчем. Поверх пароизоляции поперек лаг прибивается контур-брусок с шагом до 400 мм, который обеспечивает вентиляционный зазор. Согласно пункту правил 7.157 рекомендаций к своду правил 29.13.330 от 2011 года, расстояние между осями лаг и осями балок перекрытия должно составлять не более 0,4–0,5 метра при укладке покрытия непосредственно по балкам. На контробрешетку прибивается чистовой пол. Это шпунтованная доска 32 мм или фанера 18 мм. С вами был Андрей Нутрихин. Всего вам хорошего и удачного вам домостроения!